Ведь здоровье людей стоит на первом месте, как и считал Платон Наюнский в своих трудах. Очень хотелось бы, чтобы медицина шагнула вперед семимильными шагами. Ведь здравоохранение – это важная составляющая всего человечества. Смею полагать, что будут найдены лекарства от многих неизлечимых заболеваний. Медицина будет бесплатной, и с развитием цифровых технологий можно будет с легкостью выявлять новообразования и тут же их устранять. Естественно, я за развитие здравоохранения в целом, да. Хочется, опять же, чтобы медицина была бесплатной, чтобы дети, даже не просто дети, да, может, взрослые, да, у кого нету средств на лечение, чтобы мы не объявляли вот эти вот сборы, да, огромные, там, кому-то надо в Корею, там, многомиллионные сборы, чтобы этих сборов не было, да. Хочется, чтобы такие были программы придуманы, чтобы государство все-таки обеспечивало людям бесплатное лечение, достойное, качественное, высокотехнологичное, чтобы, ну, я думаю, что все-таки придумают какие-нибудь лекарства от неизлечимых болезней. И хотелось бы, чтобы все были счастливы и здоровы. Думаю, что утилизация мусора будет происходить повсеместно на всей территории Якутии. В муфельных печах или мусороперерабатывающих заводах. Избавимся от мусорных свалок, от ненавистного животными пластика, который загрязняет окружающую среду. И на данный момент животные являются индикаторами загрязнения окружающей среды, и он просто зашкаливает. Надеюсь и верю, что пластик не приведет к исчезновению целых видов животного мира. Я за бережное отношение к экологии и к планете в целом, но в будущем хотелось бы все-таки вмешиваться в погодные условия. Как бы это ни казалось потребительским отношением, но это просто необходимо. Ну, хотя бы для предупреждения природных катаклизмов, для тушения крупных пожаров, дабы не устранять потом серьезные последствия. Касательно нашего любимого города Алдан. Главная наша проблема и в то же время гордость – это снег. Его просто огромное количество. Я думаю, что будет построен снегоперерабатывающий завод, может, какой-то снегоплавильный. А с учетом технологического прогресса, возможно, мы будем контролировать и регулировать количество впадающих осадков, что, я думаю, значительно облегчит, а возможно и упразднит снегоуборочные работы. Вот взять в пример, допустим, город Удачный, город под куполом. Я считаю, что это было бы самым заботливым, наверное, решением со стороны органов властей для комфортного проживания населения при экстремально низких температурах. Пандемия подтолкнула к цифровизации всех и вся. В связи с этим, я думаю, что не будет хватать обычного человеческого общения. И волонтерство тут придется весьма кстати. И приобретет широкий размах. И это будет востребовано многими жителями. Люди будут более внимательными, я так думаю, трепетно относиться друг к другу, будут дорожить живым общением, не потеряют своих душевных качеств и будут ценить, наверное, то, что имеют. Система образования, я думаю, что не будет многоступенчатой, как сейчас, поэтапной. Да? Можно будет получать образование в течение всей жизни. Уже на данный момент набирает популярность онлайн-образование, ну или дистанционное, как сейчас. Да? Я думаю, что в будущем люди будут более осознанными, интеллектуально развитыми, будут развивать свой духовный потенциал, заниматься самообразованием, реализовывать свой потенциал
занимаясь любимым делом. Полагаю, что через 100 лет в любую точку нашей необъятной республики и не только можно будет добраться быстро и с комфортом. Развита сеть малой авиации, появятся современные аэропорты в каждом населенном пункте. Система дорожного транспорта, я думаю, что будет полностью роботизирована, что сведет к минимуму количество ДТП. А сам транспорт будет на экологическом топливе, чтобы не загрязнять, опять же, окружающую среду. Личный транспорт, я думаю, что сменится на летающие мини-платформы какие-нибудь. В основном на дорогах, я думаю, что будет преобладать специализированный транспорт для социально-экономического развития республики. Желаю всем, кто сейчас меня смотрит, чтобы вы всегда ценили и уважали друг друга. Как вы относитесь к миру, так и мир к вам относится. Все зеркально в этом мире. Своей родной республике Якутии я желаю благополучия и процветания. Моя республика – это край несметных богатств. Хочется верить, что все налоги, доходы будут оставаться в нашей республике во благо самих якутян.